Так, все мешает. Ребята, я снова в гараже. Опять у меня очередной ремонт. Опять снял колесо переднее. Думаю, что-то здесь не в порядке. Суппорт. Думаю, уже приходит время. Придется поменять. Что-то не нравится мне, как он тормозит вообще. Чувствуется, что как будто обратно поршень не входит в цилиндр. И сейчас вот небольшой ТО сделаю. Если причину найду, буду заказывать и менять вот этот суппорт. Также сегодня еще надо поменять масло в коробке. Заливной, как сказать, заливное отверстие вообще где-то непонятно где. Очень неудобно заливать. Посмотрел в интернете, там как-то с шлангом соединяют и заливают. Но это ерунда. Самое главное, у меня УАЗик. Сейчас последний поход был у меня. И когда я поворачиваю, крутой поворот делаю, у меня где-то в этой части трещит. Такой треск идет. Тоже непонятно. Вот. Я такой механик, что нифига не понимаю. Но приходится делать самому. Самому спрашиваю, советы слушаю. На каком колесе тоже пока не могу определить. Надо определить, на каком колесе трески идут. И будем тоже ремонтировать. Сейчас в последнем походе также проколол колесо. Сейчас поменял новую камеру. Сюда поставил новую камеру. И старую камеру я отвозил. Так, где она? Отвозил в город. И там заклеили. Вот такой заплатку такую поставили в городе. Не знаю, пропускать будет, нет, но это на всякий пожарный я тоже буду с собой возить. И еще надо 2 монтировки еще прикупить, чтобы на всякий пожарный, чтобы если в тайгу поехать, и если колесо проткнешь там 1 или 2, чтобы можно поменять камеру. Это с запаской, чтобы было. Короче, 2 машины и 2 поломки. Буду ремонтировать. Такие дела, ребят. Сейчас пока на машине, не знаю, когда получится потом в поход. Надо найти причину, почему трещит в передней части во время поворота. Вот такой крутой поворот делаешь колесом и начинает трещать. Так что пишите в комментариях, дайте совет, где и как, что отремонтировать. В прошлом году я менял тут шкварневые подшипники. Но это не должно повлиять на это. Где-то другая причина. Вот такие дела. Ай, блин. Так, ну ладно, не буду терять время, я буду заниматься ремонтом. Сейчас буду покопаюсь еще тут. На колени там колесо обратно поставить надо. И поменяю масло. Вот такие делишки. В общем, ребята, собрал я все в обратном положении. Так, все нормально работает. Перед тем, как поставить накладки, там пришлось как его ослабить, вот этот сливную пробку. И чтобы, как сказать, поршень пошел в цилиндр. Ну и как я думаю, здесь с цилиндром пока все нормально работает, туда-сюда ходит. И заодно поменял вот эти пыльники от направляющего, вот эти штучки резинки. Резинка уже не полопались еще, но поменял и заодно помазал вот эти штучки направляющие специальной смазкой
Белая смазка, вон она. Не знаю, как название, вон там у меня на полке. Лень уже вставать. Блин. Сейчас покажу. Так. Так, смазка для суппортов. Ну да. В прошлый раз помазал и половина этого только ушло. Вообще хватает на несколько раз. Так, чем-то надо, чтобы не высохло, но в принципе он не должен сохнуть. Так вот. Ну все, еще прокачать, надо прокачать цилиндр тормозной и собрать. В общем, думаю, все нормально тут. Все ходит, все работает. Еще поменяю в коробке масло. На сегодня шабаш. Короче, вот этим сегодня был занят. Проверяю, что-то там, ковыряюсь, ремонтирую. Так, короче, начал уже заливать в коробку новое масло, полусинтетическое. Так. Старое масло, вон какое черное. Пробежал на нем, наверное, где-то 90 с лишним километров. О, темноватого цвета уже. Вот так. А этот прозрачный, как слеза. Вот так вот. Смотрите, такую воронку сделал. Трубка там где-то сантиметров 60, наверное. И прикрепил полторашкой. Так, заливаем. Последние штрихи. Так. Залью. Колесо на место поставлю и дальше будем гонять. Такие дела.